Развитие туристической инфраструктуры и взаимодействие с соседними регионами – необходимые условия для развития туризма в нашей республике. Об этом заявил глава Коми в Москве на 10-й международной туристической выставке «Интурмаркет-2015». В экспозиции принимают участие более 1450 компаний из 148 стран мира. Любовь Лапина продолжит. В огромном зале Крокус-Экспо гул не затихает ни на минуту. За дегустацией национальных яств и традиционных напитков решаются важные вопросы развития внутреннего туризма. Вот такие площадки, где все практически наглядно, действительно работают, отмечает Вячеслав Гайзер. Информация – двигатель торговли. В качестве продукта – туризм. У Коми в этом плане огромный потенциал, а потому сегодня важно рассказать максимально возможному количеству будущих туристов обо всех прелестях эко-республики. В нынешних условиях, когда туррынок переориентировался, это особо актуально. Я считаю, что это очень как раз удачный момент для России в целом и для республики в частности, потому что это действительно факт. Вот и сегодня на открытии выставки руководитель Ростуризма приводил данные о том, что в 2014 году рост туристического потока внутри страны более 30% составил. Это же феноменальные цифры. И то, что касается возможности сегодня, этот поток, а он всегда будет. Люди все равно будут, так сказать, путешествовать, будут проводить свои отпуска. Но раз они более активно стали это делать сегодня в России, этим надо пользоваться. К слову, смену приоритетов Коми уже ощутили. С начала этого года национальный парк Юга-2 отмечает существенный рост посетителей. По сравнению с аналогичным периодом 2014-го их стало в 3 раза больше. Соответственно, и доход вырос на 66%. Но чтобы поддержать и увеличить турпоток, важно развивать инфраструктуру, подчеркивает глава. Ее пока недостаточно. Впрочем, Коми в этом направлении активно работает. Сейчас в республике реализуется 26 проектов с общей суммой финансирования 230 миллионов рублей. Эти деньги идут на строительство гостевых домов и турбаз. В том же парке Юга-2 только в этом году построили 5 новых бань и 2 туристических приюта. Потому что посетители должны в каких-то, пусть у нас удаленная территория, но они должны находиться в комфортных условиях. Более-менее, чтобы было где-то обсушиться после сплавов. Сами знаете, у нас же суровая погода. Чтобы можно было отдохнуть и приготовить пищу, помыться в конце концов. Главная задача сейчас – обустройство горной части. В этом плане движение тоже уже есть. И его республика наглядно демонстрирует на Интурмаркете. Это проект лагеря, сформированный из горных модулей. Заработает на Урале уже этим летом. Доплата по ДТРТ будет установлена в этом году 3 одиночных модуля. Командирский баня санузел и 1 общий горный модуль для проживания комфортного 20 человек. В этот лагерь из поселка Ныроп будет летать 3 раза в неделю вертолет для заброски туристических групп, как одиночных, так и сборных. Там же будут организованы фитнес-тренировки, тренировки йога. Спортсмены там могут осуществлять свои тренировки по бегу, по силовым упражнениям с камнями. Проект уникальный и с точки зрения размещения туристов в суровых таежных условиях, и с точки зрения взаимодействия 2 разных регионов. Сами модули разработали представители Пермского края, однако реализация проходит на территории Коми, за что разработчики особо благодарны нашим властям. Было бы просто грешно, если бы мы это не делали и не развивали совместно. Но наши-то чиновники, они сидят на попе ровно, извиняюсь, и не двигаются, а вы продвигаете. Значит, честь вам и хвала. Будем заменять и их тоже. Этот проект вызывает у гостей выставки неподдельный интерес, ведь подобного в России еще никто не делал. Глава Коми отмечает, развитие внутреннего туризма важно взаимодействие самих регионов. Я считаю, что это как раз очень хороший пример, как можно и нужно действовать у нас в республике по вовлечению, еще раз говорю, в орбиту этой работы формирования туристического продукта у нас в республике Коми, привлекая для этого наших соседей, партнеров, и гостей. И то, что такой проект замечательный мы сегодня видим, уже сложившийся, уже уверенно дающий устойчивый туристический поток на территории республики, это лучший пример и доказательство того, что это можно и нужно делать. И самое-то главное, это востребовано. Немаловажно и само отношение к отрасли, отмечает Вячеслав Гайзер. Если все делать профессионально и ответственно, подобных проектов станет гораздо больше. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Москва.